В Акмолинском университете продолжается заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ. В то время, пока одни участники преодолевают полосу препятствий на практическом этапе, другие участвуют в анализе выполненных олимпиадных заданий теоретического тура, показе работ и подаче апелляций. Участие в заключительном этапе – это очень интересный опыт. Особенно практический тур, было очень интересно, задания никогда такие мы не видели, очень сложно. На теоретическом этапе, считаю, тоже все хорошо. Сейчас будет апелляция, и там еще раз рассмотрим все результаты. Члены жюри объясняют ребятам, как они должны были ответить на вопросы теоретического тура. Старшеклассники смотрят свои работы, считают баллы и проверяют соответствие к критериям. При возникновении вопросов по оценке ребята подходят к членам жюри, спрашивают об оценивании их работ и получают исчерпывающий ответ на вопрос, почему такой балл выставлен за выполнение задания. На практическом этапе очень много таких силовых было упражнений, то есть башня, и времени очень на это, маловато оставалось, но на теоретическом этапе там, в принципе, там на самом деле нормально было, просто немножко переволновалась, что-то перепутала, бывает, в целом нормально. Если ответ членов жюри не устраивает участников Олимпиады, они имеют право подать апелляцию. Тогда апелляционная комиссия рассматривает заявление о несогласии с выставленными баллами. Без знаний теории ты на практику не сможешь выйти. То есть в этом есть необходимость, и это показывает твой уровень знаний. Наша дисциплина ОБЖ, она такая многосторонняя, многогранная, очень много междисциплинарных связей. То есть вопросы есть по туризму, элементарно как складывать костер. Да? Здесь есть вопросы по первой помощи, по тестовым вопросам, поэтому там все вопросы, которые есть, они вызывают у детей могут вызывать у детей некоторые невыясненные неточности. В течение олимпиадных дней для педагогов, сопровождающих ребят, прошли курсы повышения квалификации по современным инновационным практикам в гражданском и военно-патриотическом воспитании школьников. По окончании обучения педагогам по ОБЖ были вручены сертификаты. Спасибо большое за курсы, потому что действительно возможность узнать, что творится у вас в Башкортостане, это действительно возможность поделиться опытом, узнать, что происходит в других регионах по военно-патриотическому направлению в работе, в школах, о том, как ведется данное направление, о том, что делается, как происходит подготовка к Олимпиадам. Совершенно замечательные, крайне интересные люди. Когда сам выступал, было очень много вопросов живой интерес, но и после потом тоже уже высказывали мнение. Все говорили по делу, очень интересные опыты разработок со всех регионов. Поэтому, да, это повышение квалификации здесь это не пустой звук. Люди очень активно все воспринимают, и все пойдет, конечно, в копилку на будущее. Мне очень понравился город. Большое спасибо организаторам. Нас свозили, показали прям экскурсию, провели по всем особо знаменитым памятникам Уфы. Очень впечатлило. Как отмечают организаторы, олимпиадное движение по ОБЖ в системе образования растет с каждым годом. Ведь современные реалии диктуют необходимость новых навыков, которым надо обучить детей. Перспектива хотелось бы увидеть в том, что дети бы имели возможность развивать практические умения, хорошая материальная база. Хотелось бы то, что дети учат в школе, было применимо в жизни, то есть чтобы это практикоориентировано было. И, соответственно, чтобы их умения меньше пригождались в жизни, с одной стороны, но с другой стороны, может быть, многие из них выберут профессиональный путь свой, который будет связан с этим предметом.